Обещать и не сделать для кыргызской политики – дело привычное. Перед каждыми новыми выборами местному избирателю обещают столько, что на следующий день после голосования он должен проснуться в совершенно новой стране. Но этого не происходит, и бывшие кандидаты, которые стали депутатами, благополучно забывают то, что они так громко декларировали за день до выборов. Таким образом, предвыборные лозунги партии – это скорее инструмент избирательной борьбы, но никак не программа дальнейших действий. Если проанализировать обещания партийцев, которые они так и не выполнили, то можно сказать, что жизнь в стране вообще не удалась. За пример можно взять хотя бы депутатов 6-го созыва. Члены фракции «Кыргызстан» клятвенно обещали в случае их победы на выборах сократить аппарат государственных чиновников. Этого не произошло. Тот же Кыргызстан намеревался применять высшую меру наказания за коррупционные преступления. О таких фактах неизвестно. Атамикеновцы обещали новую систему кредитования малого и среднего бизнеса с рекордно низкой ставкой 4%. Дальше слов дело не зашло. ОНУГУ «Прогресс» декларировал, что добьется от государства оказания практической помощи нашим трудовым мигрантам в обучении их востребованным профессиям и создании правового поля. Ни того, ни другого не случилось. Это не самое страшное, что они обещают. Самое страшное, они начинают покупать и раздавать деньги. Первое. И второе. Они начинают спекулировать, что некоторые партии или кандидаты, они от власти, от имени президента. И вот это вот более страшная вещь. А обещания народ потихонечку проанализирует и поймет, что из них возможно, что из них нет. Самые громкие обещания обычно самые сложные в исполнении. За пример можно взять неоднократные лозунги партии «Республика» о том, что они ведут двойное гражданство с Россией. Для наших соотечественников, отправляющихся на трудовые заработки в Российскую Федерацию, это было бы большим подспорьем. Но ведь двойное гражданство – процесс двусторонний, а это значит, что Россия тоже должна быть заинтересована в этом. Судя по тому, что этого до сих пор не произошло, российская сторона пока не готова рассматривать этот вопрос. Так же, как и местные чиновники, не готовы устраиваться на работу, сдав экзамен на полиграфе, хотя Бирбол обещал, что обязательно так и будет. Экономика, общество, культура, государственная безопасность. Разброс предвыборных обещаний максимально широк. Это вполне очевидно, потому что таким образом кандидаты хотят показать, что они якобы беспокоятся о всех сторонах нашей с вами жизни. Причем обещания могут быть как обобщенные, например, «вместе победим коррупцию», так и частные, «переведем всю документацию в электронный формат». Что важнее, решать избирателю. Восстановить дома культуры во всех регионах, открыть по всей стране современную сеть яслей и детских садов, выдавать кредиты фермерам под 7% годовых, отменить депутатскую неприкосновенность. Ни одно из этих обещаний, данных партиями в предвыборный период, за последние 5 лет пребывания в Джугурку-Кенеше так и не выполнено. Все эти факты зафиксировали журналисты, которые внимательно стали следить за тем, насколько расходятся депутатские слова с делами. К сожалению, статистика удручающая. В 2015 году, я думаю, многие знают, какое обещание давал один из известных политиков. Он просто пришел на Русскую область, он сказал: ваша область будет самая богатая. И люди хлопают, да, люди таким образом они подкупают обещаниями избирателей. А эти обещания, они трудновыполнимые и вообще невыполнимые в сегодняшней ситуации и в сегодняшних условиях. Я думаю, это тоже подкуп, потому что они дают невыполнимые обещания, сказочные обещания. Впереди очередные выборы в Джугурку-Кенеш, а это значит, что на избирателя снова обрушится волна предвыборных обещаний. Тот факт, что избиратель уже прекрасно разбирается в том, что выполнимо, а что откровенный популизм, дает надежду на совестливость партийцев. Впрочем, это политика, и для победы все средства хороши. Откровенно говоря, наш избиратель уже давно не верит кандидатам. Если бы политики выполняли хотя бы половину данных ими обещаний, страна жила бы заметно лучше. Это главный показатель эффективности работы депутатов, ведь они все-таки народные избранники. Поэтому электорату, наученному горьким опытом, есть повод задуматься, всем ли обещаниям кандидатов верить.